Добрый день, дорогие друзья! С вами «Литературная гостиная» и я, Екатерина Владимировна Гоголевская, руководитель театральной студии РЭМ. Сегодня я хотела бы вам рассказать про поэта из Пермского края. Его зовут Виталий Кальпиди, Виталий Олегович Кальпиди. И он наш с вами современник. Слава Богу, жив-здоров и, надеюсь, будет продолжать здравствовать и радовать нас своим творчеством и далее. Виталий Олегович Кальпиди, хочется сказать, выпускник филфака Пермского университета, но, к сожалению, не выпускник. Он учился там, однако не доучился и был... Даже в Википедии написано, что он был выгнан из Пермского университета как идеологически незрелый. Однако на качестве его стихов и на качестве его поэзии это никак не отразилось, если только в лучшую сторону. Я хотела бы почитать сегодня несколько его стихов, потому что, конечно, его творчество скажет о нем лучше, чем что бы то ни было. Лучше, чем я, это точно. Но для начала вот такое коротенькое, небольшое стихотворение, написанное в 1997 году. Послушайте. Смотри, дружок, скорей смотри сюда. Жизнь — это ласка, то есть не борьба, а прижимание детей, травы и кошек, и девушек, то к шее, то к плечу. Лечись, дружок, покуда я лечу, как насекомый ангел летних мошек. Я предлагаю это стихотворение использовать в качестве статуса в соцсетях. Жизнь — это ласка, то есть не борьба, а прижимание детей, травы и кошек, и девушек, то к шее, то к плечу. Удивительные, прекрасные строки, я была ими совершенно заворожена. Ну или вот еще одно из ранних стихотворений Виталия Олеговича. Вот такое. 1986 год, называется стихотворение «Мальчик». Оно немножечко сложно для восприятия, но, надеюсь, вы хотя бы заинтересуетесь и найдете, и почитаете уже более вдумчиво. Итак, грязнокрылый насекомый знать не знает, что летает. Деревенский даун Яша аксельбантами слюна, за иероглифом полета, наблюдает. Он не знает, что уже взошла луна. Минотавры жмутся в кучу, вымя, как морские мины. Воздух слушает, как Яша слушает, как воздух тих. Все приходит и уходит все без видимой причины. Это понял недорыжий деревенский Яша-псих. Спит бильярдная вселенной, спит пожарище в пожаре. Поросенок, как обмылок розовый, в корыте спит. И ленивой улыбкой их мальчишка окружает. К 3 китам, держащим землю, подгребает Яша-кит. Прекрасное стихотворение. Ну и давайте стихотворение, которое, наверное, перевернуло несколько мое сознание, вот, потому что последние несколько дней, с тех пор, как я прочитала это, я хожу немножечко оглушенная этими мыслями и этой поэтикой. Стихотворение, я так понимаю, в пику Иосифу Бродскому, называется «Ремейк в деревне Бог живет не по углам». Стихотворение 2005 года. В Еманжелинске, прячась по углам, под мостовой в водопроводном кране, ангину гладиолусами гланд щекочет Бог внутри своей гортани.
Наевшись на ночь мокрых макарон, дрожа от им же созданного ветра, он, как всегда, закончит моцион, листая комикс Ветхого Завета. Он встанет ночью 8 раз подряд, убавить газ в раздолбанной духовке, где плавится миниатюрный ад, уже который год без остановки. Оттуда крики плещут через край. И если уж не с бухты, то с барахты он пальцем на стекле духовки рай выводит, улыбаясь артефакту. Потом сидит, рассматривая пол, и сам себе, поморщившись капризно, Бог внутривенно делает укол проверенным снотворным атеизма. Это, просто потрясающие метафоры. Стихотворение, которое, я говорю, оглушило меня, и вот несколько дней я уже хожу постоянно мыслями в этой картинке, как Бог сидит на кухне, убавляя газ в раздолбанной духовке миниатюрного ада и делая себе укол проверенным снотворным атеизмом. Прекрасные строки. И еще одно стихотворение, с вашего позволения. Надеюсь, что я вам не надоела. Но если надоело, вы можете просто выключить это видео и не слушать дальше. А если не надоело, то послушайте, пожалуйста. Стихотворение 2017 года, совсем недавнее, называется «БДГ». БДГ. Как расшифровывается БДГ? Быстрое дрожание глаз. С чего бы я над повестью Бьянки подумал вдруг, не прочитав и треть? А как после секса знают лесбиянки, кому курить, кому идти реветь? Пугал ли я людей, бродя по саду вчера во тьме? И где тот самый сад? И как я там выказывал досаду, что ангелы курили самосад? Скликали внуков старые еврейки, открыв свои почти седые рты. И прятал Мандельштам под телогрейкой обоссанные гением порты. И думал я, хотя почти не думал, зато смотрел во все свои зрачки, как шепелявил шумошедший Шуман, чей теплый рот загадили сверчки, как зяблики да дятлы свиристели, да воробей поющего чижа, кося под птиц, в итоге окосели, пока точил я волосы ежа. Как муза мне по гаджету от Прада шипела с наслаждением точь-в-точь моя жена. Кончать с тобою надо. И кончила потом, раз 5 за ночь. И снилось нам, не то чтобы не страшен, но как бы весь из радиопомех. Стоял Господь, лицо, как мокрый кашель, а вместо кашля бабочки и смех. Я не очень глубоко окунулась в творчество Виталия Олеговича Кальпиди. Пока что не очень глубоко, потому что вот только несколько дней, как я вообще познакомилась с его творчеством. Однако я уже заметила, что Бог — это такой лейтмотив его творчества, и во многих стихотворениях встречается упоминание. И эти картины совершенно фантасмагорические, которые рисует нам Кальпиди, картины Бога, они прям не дают мне покоя. Он весь как бы из радиопомех.
Стоял Господь, лицо как мокрый кашель, а вместо кашля бабочки и смех. Это просто потрясающе. Большое спасибо, Виталий Олегович, за ваше творчество. Я надеюсь, что вы и далее будете радовать нас своими стихами. Они совершенно потрясающие. И, конечно же, я надеюсь, что вас они заинтересовали, и вы тоже найдете в интернете, или, может быть, в библиотеках книги Виталия Олеговича и обязательно их почитайте. А пока что до новых встреч, дорогие друзья. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Всего хорошего, до свидания.